Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. И сегодня в выпуске о спросе и наличии продуктов местного производства. Покажем завораживающее явление с якутской Арктики, а также узнаете полезные советы, как стильно утепляться осенью, а также расскажем о других интересных событиях со всей Якутии. Давайте начнем. Видеопрезентация автобусной остановки в поселке Айхал. Художница Кыдана Игнатьева опубликовала у себя на страничке в Инстаграм очень интересное, красивое видео презентации реализации проекта автобусной остановки по дизайн-коду поселка Айхал. Посмотрите, какая красивая остановка и какой красивый видеоролик. В Якутии проходит испытание «Арктический автобус». После тестовых испытаний в Якутии автомобиль на базе Урал проекта «Арктический автобус» выходит на финишную прямую. Через год вездеход для перевозки пассажиров в условиях критических температур поступит в серийное производство. Со слов конструкторов, автомобиль будет оснащен мощным двигателем, который сможет без дозаправки проходить 600 километров. Для обогрева используют отопители. Они работают и при выключенном двигателе и смогут поддерживать тепло не менее 3-4 дней. Вездеход преодолевает водные препятствия глубиной в 1,5 метра и около часа в полыне держится на воде. Полная масса почти 16 тонн. Максимальная скорость не менее 50 км в час. Дизельный двигатель мощностью 310 лошадиных сил. Завораживающее явление засняли очевидцы в якутской Арктике. Оленей хоровод. Явление не редкое, но очень завораживающее. Молодые, старые, раненые или беременные особи, как правило, притягивают хищников. Самостоятельно такие животные защититься не могут, поэтому олени просто сбиваются в стадо и начинают кружить вокруг слабых сородичей. Магазины должны обеспечить наличие 10 различных видов товаров местного производства. Таково было распоряжение главы региона Айсена Николаева. И насколько оно соблюдается, и есть ли спрос на местное производство, вы узнаете в следующем материале. Молоко, сметана, различные полуфабрикаты, свежезамороженная рыба, огурцы и хлебобулочные изделия. Все эти продукты изготовлены местными товаропроизводителями. И в последнее время их становится больше на прилавках магазинов. Доставляют продукцию по заявкам торговых точек. А как говорят кассиры и продавцы, самой покупаемой местной продукцией считается хлеб и хлебобулочные изделия. Также покупатели активно берут молоко, кефир и сметану. Конфеты есть, допустим, якутского хлебокомбината «Птичье молоко», которое его очень хорошо берут. Люди с детства знают птичье молоко. Даже увозят его в другие регионы. Потом торты, пирожные якутского хлебокомбината, сушки, сухарные, бараночные. Магазины в городах республики действительно имеют в постоянном наличии обширный ассортимент товаров местного производства. Хорошо обстоят дела и в центральных, западных, восточных районах Якутии. Что не скажешь о арктической части республики. Транспортная логистика не позволяет обеспечивать постоянное наличие местной продукции. Тем не менее, работа ведется. В рамках экспериментального проекта в Арктику стали доставлять даже хлебобулочные изделия. Активно работа ведется именно с предпринимателями и производителями, чтобы они, предприниматели, доставляющие продукты в арктические районы, и в частности компания Якутоптторг, обеспечила закуп товаров местного производства, продуктов питания. Например, уже достигнута договоренность по доставке молочной продукции длительного хранения, вырабатываемой в республике, для арктических районов. Спрос на продукцию местного производства велик. Со слов покупателей, свой внутренний продукт всегда отличается свежестью, и цены вполне доступны. Если раньше жители пригородных поселений в погоне за свежими местными продуктами приезжали закупаться в столицу, то теперь все приобретают на месте. Марфирина Алексеева, Екатерина Амосова.
Павел Пахомов, Якутск. Ну а какова ситуация с продукцией местного производства? В городе Нерингри узнавал мой коллега Иван Лазаренко. Продукты местного производства традиционно пользуются у жителей Нерингринского района большим спросом. Это товары как и крупных производителей, так и небольших производств. Например, Нерингринская птицефабрика традиционно предлагает жителям и широкий ассортимент, и высокое качество. В нашем магазине представлена продукция местной птицефабрики. В данном случае здесь находится яйцо. Также мы получаем мясо, курица и все субпродукты, которые связаны с птицефабрикой. Поставки у нас регулярные, раз в неделю. То есть яйца у нас всегда свежие, самые лучшие. Очень-очень удобно работать с местными производителями, так как поставки у нас регулярные, никогда никаких нет сбоев, всегда все свежее. Производство и реализация постоянно расширяются. Птицефабрика полностью обеспечивает не только Нерингринский район. Продукцию можно приобрести в Якутске, Алдане, Томмоте и в городе Мирный. Хлеб всему голова. Этим принципом руководствуется еще один местный производитель – компания «Чульманский хлеб». Продукция реализуется не только в фирменных магазинах, но и полностью покрывает потребности в хлебобулочных изделиях социально значимых объектов. Это школы, детские сады и организации здравоохранения. Несмотря на возникающие порой трудности, предприятие планирует строительство нового цеха, увеличение ассортимента и объемов выпускаемой продукции. Предприятие «Чульманский хлеб» выпускает около 3000 булок в день. Это хлеб из высшего сорта муки: заливной, заварной, отрубной, бородинский, тостовый. В общем, наше предприятие выпускает около 50 видов продукции. Отдельно можно сказать о заливном хлебе из муки высшего сорта. Изготовление его более сложное, так как тесто жидкое, и это ручная работа. Ну и, конечно, любители сладкого тоже могут побаловать себя свежей продукцией местного производства. Большой популярностью нерингринцев пользуются торты, пирожные, выпечка и другие кондитерские изделия одного из цехов. Мы выпускаем кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, очень много хлебов, формовые хлеба, подовые хлеба, мелкоштучные изделия, булочки, пироги, пирожки, потом кондитерские изделия, торты, пирожные, печенье. Такой вот ассортимент. На расширение, да, планы есть, конечно. У нас будет большой новый цех, производственный цех. Также будем выпускать и хлеба, и кондитерские изделия, и будет расширение ассортимента. Свежее, качественное, ну а главное – вкусное. Именно этим чаще всего и руководствуются жители при покупке. Ну а производители стараются оправдать эти ожидания. Иван Лазаренко, Сергей Козюра, Нерингри. Возможность получить ушиб в последнее время очень сильно возросла. Вечная сезонная проблема улиц Якутска – это гололед. О том, как обстоят дела с гололедом у нас в Якутске и как от него защититься, узнавала Сарглана Неустроева. Как сообщают специалисты травматологии Центра экстренной медицинской помощи, за последние несколько дней количество обращений к травматологам увеличилось на 15%. За эти 2 дня, например, при первичном обращении было 198, из них уличные по гололеду 95. Количество пациентов увеличивается вдвойне, потому что помимо переломов есть еще и растяжение связок, и также повреждение, разрывы связок. Почти такую же статистику приводят детские травматологи первой поликлиники города Якутска. При этом, как утверждают врачи, иногда о полученных травмах дети предпочитают умалчивать и не рассказывать родителям. Отложенный поход к специалисту чреват серьезными последствиями. Да, может быть, там и неправильно срастись кость, неправильно начать сращаться кость. Когда прошел довольно большой период, даже оперировать сложнее. Прием травмированных пациентов ведется не по записи. В целом, со слов специалистов, с сезонной нагрузкой врачи справляются, однако своей очереди придется подождать. Погода стало теплее, снег немножко подтаял. Вот этот период считается самым опасным, потому что травмы вдвое увеличиваются. Много травмируются школьники. После школы в первую половину дня очень много травмируется, по пути школы, из школы. Ну и, конечно же, обращаются к нам.
Профилактики ушибов, разумеется, не существует. Предугадать падение на скользкой земле никто не может. Однако можно снизить риск при гололеде. Для этого необходимо приобретать удобную обувь на нескользящей подошве, передвигаться по заснеженным участкам дороги и не спешить. Здоровье важнее. Саргалана Неустроева, Григорий Хлопков, Якутск. Осень – это время утепляться, и делать это хочется красиво. В следующем материале вы узнаете несколько примеров того, как можно выглядеть стильно и красиво, не тратя при этом огромные деньги. Этой осенью актуально все. Почти нет никаких ограничений. Главное, конечно, это тепло, да, и наше с вами здоровье. Вот, поэтому нужно обязательно обращать внимание на интересные вещи, которые могут отразить индивидуальность. Интересный комбинезон в стиле милитари. Милитари тренд, он достаточно долговечный, долгоиграющий. То есть приобретая комбинезон сегодня, вы точно можете знать, что и через 3 года он будет также актуален. Особенность комбинезона в том, что вы можете носить его по-разному, то есть как с каблуками, сочетая грубыми ботинками. Комбинезон хорош в сочетании с вторым слоем, например, это водолазки, как в данном случае из трикотажа, или же футболки различного рода лонгсливы, то есть он дает возможность его утеплить. Ну и, конечно, это всегда готовый цельный образ вверх и низ, не стоит задумываться, в чем же идти. Один комбинезон решает сразу несколько задач. Трикотажные тельняшки – это двойной тренд, обязательно обращайте на него внимание. Также замок на горле – это отсылка к 80-м, также сейчас очень актуальны. Поэтому попробовать носить такой свитер в сочетании с привычными джинсами, с различного рода брюками палаццо, возможно. Такая тельняшка здорово подойдет даже к брюкам-джоггерам, то есть таким спортивным историям. Здесь мы выбрали такую вот клетчатую юбку. Сейчас клетка также актуальна, есть тренд на стиль преппи, это стиль американских студентов. Вот, можете такого рода юбки сочетать как в офисных историях, так и в повседневных образах в стиле casual. Сочетать разные принты между собой также актуально. В осенний период стоит учитывать факт того, что нужно утепляться, ну и быстро преображаться. Например, если вы были на работе, да, в базовой голубой рубашке в сочетании, возможно, с какими-то офисными брюками, то можно всегда легко преобразиться, добавив ярких красок. Например, если в вашем гардеробе есть яркий кардиган, какой-то яркий интересный трикотаж или объемный свитер, то это будет отличным сочетанием, например, для сочетания с простой базовой рубашкой. Также есть один из интересных трендов, это сейчас заменять колготки лосинами. То есть вы можете выбрать любые лосины в зависимости от того, какой цвет вам нравится, и сочетать его с объемными ботинками. То есть лосины на данный момент могут быть отличной альтернативой колготкам. Во-первых, это тепло, во-вторых, это очень красиво. Очень актуальны сейчас образы в неформальной стилистике, сочетать несочетаемое. Тут у нас юбка в достаточно романтичном стиле, но при этом выполнена из эко-кожи, плессировка с фланелевой рубашкой в зеленом цвете. Под низ у нас простая базовая футболка. Особенность этого образа в том, что он официально неформальный. Его можно носить как, допустим, на учебу, точно так же на прогулку и так далее. Но тренд на гранж – это именно суть в том, чтобы образ был максимально небрежным, но при этом выглядел достаточно эстетично. Наш заключительный образ на сегодня – это костюм трикотажный. Он выполнен из футера. Подобного рода костюмы теперь может носить каждый, независимо от того, где и когда он работает. То есть это теперь образ не только домашнего костюма, но и костюма практичного, костюма, с которым вам будет удобно находиться 24/7, как на прогулке с детьми, точно так же и, возможно, на работе в случае, если вы фрилансер. В времена фрилансеров такая одежда, конечно, максимально актуальна. Ну и кожаная куртка, косуха. Косухи актуальны всегда. Это уже база, это уже то, что стало классикой. Но здесь мы предлагаем сочетать косуху в более интересном цвете, в пастельном оттенке, с приглушенным оттенком костюма. Это смотрится свежо, хорошо и по-новому. Пробуйте совершенно разные костюмы и образы этой осенью и оставайтесь в тренде. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите News on Air по будням в 11 и 17 часов. До новых встреч в эфире!